15 апреля в Башкортостане начался весенне-летний пожароопасный сезон. Давайте поговорим об этом сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Евгений Рыжиков, государственный инспектор Республики Башкортостан по пожарному надзору. Евгений Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Итак, вот начался весенне-летний пожароопасный сезон. Уже я знаю, что случился, зафиксирован один лесной пожар. Какова статистика на сегодняшний день? Все верно. Значит, 20 апреля у нас был зарегистрирован первый лесной пожар. Он произошел в Абзелиловском районе, но был успешно оперативно потушен, и площадь пожара составила 0,5 гектара. Кроме этого, за пятницу, субботу и воскресенье, вот за эти 3 теплых полурабочих дня, произошло 43 случая загорания сухой травянистой растительности, а всего с начала года произошло 77 случаев загорания сухой травы на площади более 55 гектаров. Причины пожара? Основная причина – это неосторожное обращение с огнем. Люди наводят субботники, собирают эту траву, поджигают, тем самым она загорается и распространяется на большую площадь. И неосторожное обращение с огнем при курении. То есть бросили окурок, загорелось и опять же произошел пожар. Реже случается фокусировка солнечных лучей. То есть бросили бутылку, ее не убрали, субботник не навели, и через бутылку, через тару преломляются солнечные лучи, и происходит воспламенение. Как вообще будет построена работа в этот весенне-летний пожароопасный сезон? Какие будут приниматься меры для того, чтобы исключить подобные ситуации? Подготовка к пожароопасному сезону начинается заблаговременно, еще зимой. В первую очередь формируется перечень населенных пунктов, садовых некоммерческих товариществ и детских оздоровительных лагерей, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. Данный перечень утверждается постановлением правительства Республики Башкортостан. Далее в марте-апреле проводятся проверки в отношении данных населенных пунктов, которые подвержены. Привлекаются меры, если вдруг выявляется нарушение требований пожарной безопасности, привлекаются к ответственности, выдаются предписания от соответствующие должностные лица. Кроме этого, у нас ежегодно проходит проверка готовности республики к паводкоопасному и пожароопасному сезону. В этом году мы проводили с 11 по 15 марта. Там целый комплекс мероприятий был проведен. В рамках этих мероприятий был проведен командно-штабные учения. Группировка сил и средств на этот период, на пожароопасный сезон в Башкирии составляет более 22 тысяч человек и более 5 тысяч единиц техники для нужд пожаротушения. Вот эти все мероприятия уже выполнены, но и кроме этого необходимо создавать мирализованные полосы в тех местах, где населенные пункты примыкают к лесу, к заросшим полям, которые не обрабатываются, там, к кустарнику, к камышу, создавать и условия для забора воды для нужд пожаротушения из естественных водоемов, из пожарных гидрантов внутренних городских сетей. Вот. И немаловажный факт – это оповещение людей о пожаре. То есть, если вблизи населенного пункта происходит пожар, то необходимо своевременно оповестить население для их эвакуации в пункты временного размещения, чтобы у нас никто не погиб, никто не пострадал. Вот эти все мероприятия уже проведены. Сейчас у нас остается вот самый активный, то есть проведение, подготовка выполнена, сейчас проведение пожароопасного сезона. В рамках пожароопасного сезона создаются патрульно-маневренные группы, которые будут обследовать все территории населенных пунктов, там, леса и так далее. Министерство лесного хозяйства будет патрулировать с авиации свои леса, и будут выявляться пожары на первоначальном этапе. Я знаю, что одна из действенных мер – это именно установка видеокамер, которые затем передают всю информацию в специальный офис, специальный штаб, да, где уже в круглосуточном режиме передается информация. Верно? Поправьте, если я не права. Все верно. У нас в лесном фонде установлено порядка 13 камер. Это система лесоохранителей. Они способны отслеживать пожары на расстоянии в 35 километров. То есть, если где-то произошло загорание, эта камера, этот пожар на первоначальном этапе виден. Но наша задача всегда выявить пожар на первоначальном этапе, потому что его проще всего потушить. Кроме этого, есть система термоточки, то есть с космоса
наблюдается вся поверхность Российской Федерации. Если вдруг где-то происходит повышенная температура на поверхности Земли, это фиксируется спутниками, очень быстро и очень автоматически передается в те подразделения, где ближайшая пожарная охрана, и, соответственно, тоже оперативно выезжаем на эти термические точки сотрудники и принимают меры, чтобы пожар не разгорелся, не произошел большой, крупный пожар. Евгений Вячеславович, интересный вопрос. А насколько должна быть повышена температура для того, чтобы из спутника, да, или с Роскосмоса заметили? Ну, по-разному бывает. Бывают просто какие-то плановые работы небольшие, все равно они видны. А если все-таки облачная погода, то не получится увидеть, потому что не просветит, не получится. Вот. А в принципе определяются эти термоточки. И пожары техногенные, и процессы, которые просто, ну, факел, к примеру, горит, зажигается газ, он виден. Какую температуру конкретно, я не могу сказать. Евгений Вячеславович, а достаточно ли у нас пожарных служб, достаточно ли добровольных пожарных служб? Ну, вот как раз в рамках проверки республики это все проверялось, достаточность, оснащенность, готовность их к реагированию. И сделан вывод о том, что республика готова к выполнению задач по предназначению в пожароопасный сезон. То есть всего достаточно. Ну вот в эти дни вы говорили, что случился один лесной пожар, и в основном вы говорили, что основная причина это всегда именно, практически всегда это человеческий фактор. Вот почему? Как решить этот вопрос? Понятно, что проводятся рейды, объясняют, как нужно и не нужно делать, наше интервью в том числе. Вот. Как дальше действовать? Как объяснить? Это зависит от сознательности граждан. Если граждане не будут нарушать требования пожарной безопасности, то у нас будет минимальное количество пожаров и минимальный материальный ущерб. Там, где нарушают, там и происходят пожары. Соответственно, обращаемся к жителям и гостям республики. Впереди у нас майские праздники. Все будут отдыхать, поедут за город, куда-то на даче и так далее, где будут жарить шашлыки, праздновать День Победы, 1 мая. Вот в этих условиях необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. По поводу шашлыков. В условиях особого противопожарного режима запрещено разведение костров. Но все понимаем, что эта традиция, ее никто не отменит. Все будут жарить шашлыки. Поэтому проведу некоторый инструктаж. Для приготовления пищи на углях необходимо использовать специализированный мангал, металлический, чтобы он был не горючий. Кроме этого, в мангал мы должны засыпать угли, ни в коем случае не дрова, чтобы не было пламенного горения. Засыпаем угли, наливаем небольшое количество жидкости для того, чтобы излишки не пролились на поверхность земли и не загорелась сухая трава. Ждем 2-3 минуты, после чего поджигаем. В это время как раз жидкость впитается в угли и все разгорится как надо. В процессе приготовления пищи на углях, соответственно, находимся в непосредственности близости от мангала, никуда не уходим, не отвлекаемся, ни в коем случае не поручаем следить за этим процессом детям. Потому что дети любопытные, они могут туда залезть или перевернуть, или еще что-нибудь, и получат травматизм. Вот. Мангал мы устанавливаем на расстоянии не менее 5 метров от ближайших зданий и сооружений, а по периметру мангала необходимо собрать граблями всю сухую траву в радиусе 2 метров. Если у нас поднимается сильный ветер более 10 метров в секунду, соответственно, разведение вот этого мангала уже запрещается. Этого делать не нужно, надо подождать безветренной погоды. После завершения процедуры приготовления необходимо взять ведро с водой и все обильно залить до полнейшего потухания углей, чтобы у нас повторно не раздуло и ничего не загорелось. Вот если мы это все правильно сделаем, то мы избежим пожара. Если что-то нарушим, то будет пожар и материальный ущерб, возможно, и хуже. Во время хозяйственных работ какие есть рекомендации? Потому что мы помним, как в прошлом году в Иглинском районе произошло несчастье, несколько домов сгорели. Как быть здесь? Как сжигать сухую траву? Весной у нас традиционно проводятся субботники, а кроме этого с 25 апреля по 25 мая будет проведен в республике месячник пожарной безопасности.
Данный месячник пожарной безопасности тоже подразумевает наведение порядка на своих территориях, там, организации приусадебных участков, садовых участков. Нужно просто-напросто взять, собрать эту сухую траву и положить в то место, там, где она перегниет и превратится в удобрение. Не надо ее сжигать. Или можно сжечь, но только в условиях отмены особого противопожарного режима в специально оборудованных местах. Но у нас особый противопожарный режим вводится до особого распоряжения, то есть когда он закончится, пока мы не знаем. Когда будет стабилизация обстановки с пожарами, тогда и он будет отменен. Огонь всегда представляет угрозу, и не надо с ним баловаться, и не надо с ним играть. Лучше собрать эту кучу сухой травы, положить куда-то в мокрое место, и все на этом. Она сама превратится в удобрение, ничего не нужно делать. А когда мы будем разводить костры и сжигать ее, то зачастую приводит это к пожару. Евгений Вячеславович, есть еще какие-то, может быть, правила поведения в лесу? Чего не стоит делать? Вот вы объяснили, как нужно приготовить еду на костре, как проводить работы на своем дачном участке, как вести себя в лесу. По поводу лесных мероприятий, значит, также в лесу будет введен особый противопожарный режим с 27 числа. И данный режим определяет запрет посещения лесов, если в лесах наблюдается 4-5 класс пожарной опасности. То есть просто-напросто туда ходить не нужно в этот период. Может быть, не вы устроите пожар, может быть, пожар это произойдет не по вашей причине, но вы окажетесь в лесу, где происходит пожар. Соответственно, подвергнете себя опасности. Ну, соответственно, в лесах тоже запрещается разведение каких-то костров, сжигание порубочных остатков и так далее и тому подобное. И еще у лесников есть требование не ходить в лес старый, со стеклянной, потому что ее там можно оставить, а она может сфокусировать солнечные лучи и произойдет пожар. Вот такие требования. Евгений Вячеславович, спасибо вам огромное. В принципе, требования и правила пожарной безопасности вполне себе по силам для нас, для каждого, для того, чтобы избежать несчастных случаев, избежать трагедий. Спасибо, что пришли сегодня к нам в студию и рассказали о них. Спасибо вам. Напомню, это была программа «Интервью», и сегодня у нас в гостях был Евгений Рыжиков, это государственный инспектор Республики Башкортостан по пожарному надзору. Спасибо, что были с нами.